Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что он осознал вдали от вас? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, загадайте на любимого, либо на того, кто вам интересен. Назовите его по имени и задайте ему, соответственно, вопрос. Мой милый дорогой, что ты осознал вдали от меня? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим. Что он осознал вдали от вас? Так, ну вообще замечательно. Смотрите, чаша любви вышла. Причем какая огромная. Видите, вот она большая, прям в самом основании. Однозначно, кого бы вы ни загадали. Того, кто нравится, с кем общаетесь в интернете, мужа, который уехал в командировку. Либо просто того, с кем вас судьба развела. Здесь однозначно человек осознал, что любит. У многих отыграется, что осознал, потерял возможность на счастье, на семью, на уют, на какую-то, знаете, заботу, ласку. И здесь какой-то еще комфорт по этому маленькому чайничку просматривается, да, вот какая-то семейность. Ему очень не хватает, вот смотрите, здесь с вашей стороны барашек вышел, видите? Вот, рожки такой барашек, вашей упрямости, каких-то ваших... Может быть, это не упрямость, да, это он так думает. Может быть, каких-то ваших сильных слов, сильных каких-то действий. Может быть, вы действительно что-то оспаривали, либо вы такая, знаете, субъективная при своем мнении, и чужие там высказывания для вас совершенно не авторитетны. Вы помогали ему, да, когда вот шли на сопротивление и говорили, что нет, ты не прав, что так, вы ему помогали по жизни. Ему этого очень не хватает, ваших слов, ваших подсказок, даже вот в такой бранной форме. Так, еще что осознал? Ну, осознал, что другие женщины это пустышки. Видите, вот они, другие женщины, они все такие вот перевитые и пустышки, головы у них пустые. Возможно, вот если особенно там на бывших смотрите, либо на тех, с кем пришлось там расстаться, с кем-то он даже там женился, встречался, но, знаете, эти женщины, вот на его взгляд, все какие-то кривляки, все пустые, все какие-то шкурные, все со своими какими-то, может быть, там, не знаю, интересами там жизненными, да, то есть ей не интересен мужчина как таков, как личность, как человек. Ей интересно, сколько он зарабатывает, да, сколько он там готов на нее потратить, где он ее там может выгулять, да, то есть вот эти моменты. И его это раздражает. Его вообще очень сильно раздражают теперь женщины, которые ну, не вы, да, скажем так, не вы. Даже вот какими бы они там соблазнительными там конфетками не были, да, все равно вот он смотрит, его прям штормит, думает, вот как так, да? Не нравится, в общем, ему другие женщины, будьте спокойны. Особенно, если на мужа смотрите, который в командировке. Если переживаете, что он там на кого-то соблазнится, да, и... Ну, сами понимаете. Нет, вот не видит. И, знаете, вот если уж прямо успокоить, не стоит у него на других женщин. Простите, конечно, за грубость, но, возможно, вам нужно было это услышать. Может быть, это был ваш вопрос, и вы переживали на эту тему. Нет, не будет он изменять. И даже если вдруг так случится, что какая-нибудь там, извините, ему голая там, да, на него напрыгнет, он брезгливо ее стряхнет. Поверьте, вот прям скажет, фу, иди, вот гадость. Вот так вот и скажет. Смотрите, еще что осознал. Ну, во-первых, осознал, что он очень одинок. Осознал, что потерял не только, да, либо разлучен не только с любимой женщиной, но и, извините меня, чуть ли не вот как мама, да, лучший друг, родная душа. Вот здесь одиночество души.
не с кем поговорить толком, некому довериться. И понимаете, вот я не знаю, на кого вы смотрите, я не знаю, но я вижу, что вы были невероятной ценностью, либо есть в его жизни. Может, вы смотрите на того, кто в командировку уехал, а может, смотрите на того, с кем не виделись, там, я не знаю, 20 лет, понимаете? Но вот что их объединяет, так это воодушевленность. Вот когда человек был с вами рядом, он просто порхал. Вот он мог закрыть глаза, да, полностью вам довериться. А сейчас в его жизни этого нет. И чем, например, дольше вот это расстояние, либо чем старше становится этот человек, ну прям такая, знаете, вот тоска хоть вой на него находит, что вот я в свое время не добился, не настоял, там, не украл ее, ни замуж не взял. Да, вот какие-то эти моменты происходят. Вы можете смотреть на своего бывшего мужа, который, например, живет там с другой женщиной, там, с семьей. Да? Но внешне он может выглядеть спокойным, довольным жизнью. Но внутри, конечно, у него руины. Человек глубоко одинокий и несчастный. Вот прям человек одинок, все, вот он один сидит, он не видит радости в жизни, он недополучает счастья в жизни, понимаете? Вот такая ситуация. Что осознал, что любил, что потерял, либо что, знаете, у кого-то, вот кто на расстоянии, да, вот вынужденном расстоянии, да, вот винит, там, не знаю, жизнь, судьбу, говорит, да как так со мной поступили несправедливо, почему же я не могу быть с той, кого люблю? Пытается найти выход, пытается найти решение, чтобы, например, поскорее приехать, поскорее как-то с вами связаться, поговорить, проявиться, высказать свою любовь, высказать свои чувства. Знаете, девочки, вот кого бы вы ни загадали, знаете, что этот человек любит вас, любит как может, как умеет, сердечно любит. Вы у него, как говорят, и в душе, и в сердце, и в голове. Разные причины могут быть у вас по вашему расстоянию, да, потому что вы не вместе. Но все, что объединяет вот загаданных вами людей, это то, что человек абсолютно одинок без вас в этом огромном мире. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.